Kasten de manna. Kus kasten? Vanna bolle bul vaqt taqtirdik. Где-то вот чуть выше, здесь, наверное, было. Нет, он был вот поселок, в принципе, он здесь вот находился. Да. Но они ближе, видите, строили и к реке, река междуречная. Вот. Она впадает в реку Паранай, там самая крупная река Сахалина. И здесь вот был поселок Атасу. И стоял дом, большой, самый большой дом, это вот стоял дом Винокурова. Здесь его, скажем так, жила семья. И рядом стояли постройки вот местных жителей. Они занимались оленеводством, работали у него. Вот. Сам он, в общем-то, в принципе, был очень известен в японских кругах, он был знаком с японцами. И вот когда японцы здесь были, на, значит, вот Карафута, то есть это была территория японцев до 1945 года, вот он, значит, скажем, с ними сотрудничал, часто выезжал в Японию, был в Японии. Вот. И, естественно, он давал работу вот местным народностям, которые здесь проживали. У него были очень большие стада оленей. Король оленей он считался, потому что, в общем-то, и олени использовали они тогда для... пытались и для перевозки груза. У японцев были отряды, именно вот, ну, на оленях они инспектировали, что ли, да, вот часть территории. Но и, к сожалению, вот этот весь, скажем так, поселок, он был уничтожен. Практически ничего не осталось. Деревянные были постройки, это все пришло в негодность. Примерно когда, так сказать, был? Ну, вы знаете, вот до 30-х годов, ну, после, наверное, с 45-го года уже здесь ничего не было. В принципе, вот таким образом. Ну, как бы после того, как это стало советское. Да. Ну, как да, это? потому что японцы, когда в 45-м году они вот в августе покидали Сахалин, они вообще и город пытались сжечь. То есть он был деревянный же, они подожгли, но вот подошедшие части советской армии там потушили пожар. Ну а здесь, возможно, на островах, конечно, особо кто, может быть, и сожгли, уничтожили вот это все. К сожалению, это было все уничтожено. Есть только описание и фотографии, это японские. Вот этого поселка фотографии есть. То есть их много, в общем-то. И чисто вот по фотографиям можно только определить, где он стоял. Но этим никто вот так напрямую не занимался. К сожалению. Был довольно противоречивый. Да. И он был очень сложный, да. Конечно, я так поняла, по характеру. Сейчас вот как воспринимается как бы в современном видении? Вы знаете, это наша история, и, в принципе, мне кажется, его воспринимают вот по книге Вишневского, да, что он был вот противоречивый такой, но интерес к этому есть все равно. Он же тоже, скажем, уже как пласт истории какой-то определенный, и это уже никак не уберешь из нашей истории, да? Он же все равно внес какую-то лепту в развитие района и вообще Сахалина, и вот оленеводство, все-таки у него-то оно было здесь развито и очень хорошо развито. Поэтому... Так что интерес все равно есть. Родственников расскажите, пожалуйста. Родственников? Ну, Про дочери Варвара.
Варвара, но вы знаете, про Варвару я много ничего не могу сказать. Почему? Потому что, видите, она после того, как советская власть здесь была, во-первых, у нее забрали все. Я вот знаю только, ну, как бы по слухам, что жила она уединенно, замуж она не вышла, работала, вот она очень скромная была женщина, и но вот со слов очевидцев, все-таки в каких-то сундуках у нее вот хранились вот еще вот те вещи, да, вот эти меховые, но они уже, конечно, меха-то со временем, да, они все-таки портятся, желтеют, и, конечно же, вот. Но я думаю, все-таки человеку было сложно жить, правда? Или она была, ну, скажем, чувствовала себя все-таки, какой-то статус имела, да, при отце, и потом это все потерять. Это, конечно, сложно. Да, может быть, обиженная была, может быть, была обижена, одеваться ей было некуда. Но человек жил вот таким образом. Поэтому я думаю, что все равно в истории есть личности, и как бы мы ни хотели, что-то есть в них положительное, что-то отрицательное, но мы должны о них как-то знать и помнить все равно. А деревня располагалась вот здесь, да? Вот здесь? Прямо, Да. Прямо вот здесь. Да. Где мы стоим. Конечно, здесь вот все зарастает же постоянно. Ивняк вот этот растет, он очень быстро. Отношение японцев к местным Вы знаете, ну как вот отношения? Очень сложные были отношения тоже. Они же их грабили, забирали у них все. Практически они, знаете, что делали? Они приезжали и скупали у них все за бесценок. Меха, рыбу, вот это вот все. А им-то, ну, сами знаете, безделушки всякие вот такое вот отдавали. Ну, они на них работали еще, конечно. Вот. Ну, поэтому как бы сложно им жилось. Но потом тоже было сложно. Опять их обвинили, что они тут как бы шпионами были японскими. То есть и это было. Часть, говорят, вот местного населения эмигрировала в Японию. С японцами. Депортировали? Вы знаете, основная, ну не в Хинет, конечно, а вот Айны, да. Айны выехали. На Хоккайдо, ну, почему-то запуганы. Вот они были очень сильно. Как-то, я не знаю почему. А в основном вот остальные народности как бы нет. Ну, может быть, единичные случаи, знаете, как семейные. Но вообще у нас, знаете, как получалось, военные, вот мужское население японцев, они как бы отправились, да, а не хватало пароходов, и думали, потом мы приедем, семьи заберем. А японские женщины с детьми, многие остались здесь. То есть у нас вот есть такие, что, ну, японки вот здесь вот жили. То есть такое было. В 47-м все депортировали. Да. 1 октября. Да. То есть как бы... Советский Союз всегда организованно это делал. Да. То есть как бы... Нет, у нас еще и есть, живут вот здесь. Те, которые... Ну, редко, конечно. Японских кровей. Да. Да. Спасибо. Спасибо.